Мы продолжаем рассказывать вам о подготовке ингушских бойцов к предстоящим турнирам по смешанным боевым единоборствам. В числе файтеров, которым в скором времени вновь предстоит выйти в рейдж, Хамзат Далгиев. До очередного турнира остается всего пара месяцев, поэтому Хамзат проводит максимум времени в тренировочном зале, усердно готовясь к предстоящему бою. В данный момент мы готовимся не так, как раньше. Сейчас мы делаем больше акцентов в борьбу, стойки во всем аспектах. Сейчас делаем физику. Ошибки мы свои учли, пересмотрели бой несколько раз. Самое главное сейчас быть не то, что функционально готовым, самое главное сейчас быть психологически готовым, так как поражение дает знать о себе. Мы через это проходили. Я думаю, иншаллах, сейчас объявят дату. И я свою реванш возьму, иншаллах. Моя форма, могу сказать, на 70% я готов, так как мне нельзя быть на 100% готовым. На 100% на свой пик я должен выходить уже ближе к бою, за неделю. Но сейчас я уже, в принципе, в данный момент готов. Мне осталось только вес сделать и драться. Я готов к этому всему. Чуть-чуть поработаю на функционалку и все. Выйду на свой пик. Иншаллах, я реванширую, я возьму свое. По-любому у меня задача есть попасть в UFC. Что бы мне этого не стоило, я буду стараться идти к этому цели. Экс-чемпион Лиги М1 Global Хамзат Далгиев начал свою профессиональную карьеру в ММА на турнире «Битва в горах» в 2014 году. Увидев в рейдже заряженного на борьбу 18-летнего Хамзата, многие любители спорта почувствовали, что парня ждет большое будущее в смешанных единоборствах. И как следствие, это мнение оказалось не ошибочным. Неудачный дебют не сломил Далгиева, а наоборот закалил и помог сконцентрироваться, настроиться на победы. И так следствие в его арсенале 9 побед в 9 поединках подряд. Хамзат Далгиев! С детства я тренировался именно в виде спорта дзюдо. Мне это нравилось. Стремление было выиграть Олимпиаду, но так пошло, что у меня не получилось. После этого я увидел, что у нас в Ингушетии открыли смешанное единоборство под руководством Мурада Измайлова. И вот начал у него тренироваться. Как тренироваться, я тогда несерьезно относился к этому всему. Просто для себя ходил, чтобы времени тратить. Потом я встретился с Мухаммадом Аушевым, с нашим бойцом, отличным человеком, хорошим братом. И он мне предложил заняться этим спортом не просто так, а с точки зрения профессионала. И мы с ним поставили цель, чтобы выиграть пояс М1. И начали потихоньку тренироваться. Если честно, вначале было очень тяжело, так как это вообще новое было для меня. Драться стойки в партере, правила вообще другие. Было очень тяжело. В первое время даже были такие мысли, чтобы зачем мне это все нужно, может оставить все это. Не мое это, туда-сюда, короче. Потом со временем уже начало получаться. Как-то раз я сидел дома, вообще в мыслях не было, чтобы я подерусь в горах. Цель была, пока я думал, что было рано в тот момент. И мне позвонил мой тренер Мухаммад Аушев, предложил бой. Я сразу же без раздумья согласился. И да, с первым боем мне не повезло, так как мне попался Али Багов. В принципе, я соперников вообще не выбирал. Мне без разницы, с кем драться. Я согласился, будь он Халк или другим бойцом, мне без разницы было. На тот момент и сейчас бой для меня не был успешным, но я сделал выводы и пошел дальше. И так мне удалось выиграть пояс М1. И дальше тренируемся. Были свои взлеты, свои падения. Что поделать, без этого никак.
Один из своих самых ярких поединков Хамзат провел в 2016 году на турнире «Битва нартов» против ветерана Кристиана Холли. Как и ожидалось, противостояние опыта и целеустремленности получилось очень зрелищным. Кристиан не раз заставлял своих соперников отступать после удушающих и болевых приемов, но против Долгиева это не сработало. Закинутый замок на шею нашего бойца наших болельщиков заставил нервничать, наблюдая за противостоянием, но спустя 30 секунд изнурительной борьбы Хамзат сумел выйти из этого положения и уже встречным удушающим приемом заставил соперника сдаться. Если честно, этот бой был, можно сказать, еще труднее, чем бой в титульник, так как Кристиан Холли был физически очень сильным, чуть больше меня в габаритах. И когда мы стали с ним уже бороться в клинч, я чувствовал его физику, его мощь. Я думал, надо сделать так, чтобы он устанет. Но потом, когда он начал меня бороть, когда он начал меня душить, я думал, неужели я устану раньше этого бойца? 4-й или 5-й раз, когда он меня душил, что все, короче, я не стерплю те удушающие, не смогу потерпеть, надо сдаться. Услышав ту поддержку, которую сделает за меня наша республика, наша публика, мне было стыдно, если честно. Буду откровенен, мне было, как сказать, отказаться от этого боя, сдаться. Я сказал себе, вот, лучше я засну, чем сдамся. И вот в последний момент, когда я уже решался сдаться, не сдаться, короче, и слышал публику, и в этот момент или он расслабился, или что-то там чудо произошло, короче, чуть-чуть я начал уже дышать, потом я уже, все, короче, этот боец устал. В итоге заснул сам. Да. В итоге, короче, задушили Холли. 24 ноября 2017 года – дата, которую Хамзат Долгиев запомнит на всю жизнь. Чемпионский поединок, к которому так долго шел наш боец, состоялся на турнире «Битва нартов». Иван Бухингер, которого до этого времени прозвали кошмаром для российских бойцов, приехал в Ингушетию, чтобы в очередной раз подтвердить свое прозвище. Участников главного поединка вечера публика приветствовала стоя и под мощную поддержку. Начало первого раунда Хамзат Долгиев пропускает тяжелый удар. Казалось бы, все, но он снова проявил характер победителя. Проход в ноги и добивание решили исход поединка, и новым чемпионом в легком весе стал Хамзат Долгиев. Чуть раньше, до объявления моего боя, все мне говорили, даже некоторые работники организации М1, что этот Иван Бухингер, он непроходимый, что типа он в скором времени уйдет, подожди, что у него контракт заканчивается, подожди, что ты торопишься. Просто у меня была цель именно подраться с ним. Я на тот момент был не то что на 100%, на 1000% был уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в своем тренерском составе. И мы готовились, мне дали дату, и я стал готовиться под руководством Мухаммада Ауша, потом поехал в Махачкалу под руководством Марата Гафурова. С такими бойцами, с такими тренерами я вообще, даже могу сказать, еще больше стал уверен в себе. Именно в этот день нашего турнира, просто что-то с нашими бойцами было не так. Все помнят этот день. Некоторые бойцы проиграли, к сожалению. Они были готовы, но, как говорится, этот день не их день. И стал немножко нервничать, переживать. Про себя думал, неужели этот день не наш день. Но когда я выходил, в моем голове была одна мысль – выиграть и все. Дальше у меня не было другой цели. Любой ценой я должен был выиграть. Если честно, так как в этот момент, когда я выиграл, увидев такую поддержку, даже когда я выходил, даже когда говорили, рефери говорил, боец готов, я ничего не слышал, кроме как болеют за меня болельщики. Даже не слышал рефери, не слышал гонга, ничего не слышал. Это было очень, как сказать, это очень мотивировало. Хочу поблагодарить наших болельщиков, так как постоянно болеют за нас, переживают. Им большое спасибо, благодарность. Баракаллах. Крайний поединок для Хамзата сложился не самым лучшим образом. В очень близком бою, проиграв вследствие удушающего приема Мичелу Сильве, Долгиев сделал пару шагов назад в своей карьере. Но, как верят все его многочисленные болельщики, шаг назад – это разбег для еще большего прыжка. Тем более, что уроки из своего боя и сам Долгиев, и его тренерский штаб уже извлекли.
Если честно, когда я поменял вес, мне попался очень хороший боец Франции, и мы готовились с ним, с моим тренером Кадзеевым Ибрагимом, ставили план, было все для подготовки, хороший зал, хорошие условия. И последнюю неделю, когда осталось 5 дней или 6, я точно не помню, мне позвонила организация М1 и сказала, что вот француз снялся, есть такое предложение драться с киргизом. Вот на тот момент у киргиза было 5-0 в рекорде. Но он был очень молодым бойцом. Не хотелось испортить его рекорд, если честно. Ну, что поделать, я готовился, я согласился, мы поехали, выиграли. Ну, в принципе, было все, как сказать, все ошибки учли, все было, все на мази. И в последнем бою против Силва, вот, против этого бойца, Ибрагима уже не было, он уехал по своим семейным делам. Я тоже был готов, если честно, на 100%. И функционалку, и физика. Просто весовая категория, как сказать, то есть, когда его меняешь, ты больше нервничаешь, переживаешь, вот, что будет, что ожидать. И когда я выходил именно на бой, как можно сказать, я был не тот Хамзат, который был раньше. Я уже начал переживать больше, чем раньше. Ну, психологически чуть-чуть сложнее было. Ну, так как я думаю, хватит ли мне физика или дыхалка, что-то так. И в бою я пропустил такой удар, лоу-кик, и нога сразу же стала опухать. И я чуть-чуть поторопился, так как я уже начал переживать за ногу. Я 100% знал, что если даже пройдет этот первый раунд, что на второй раунд я уже не выйду, так как уже нога уже давала знать о себе. И, короче, я поторопился, и бой прошел не в мою пользу. Если честно, как говорит мой тренер Хамзат, 10 раз еще раз подраться, и 10 раз я должен был выиграть этого бойца. Не то, что я недооцениваю его, просто мы знаем свои навыки, свою функционалку, свои возможности. Ничего, я желаю Силу дальнейших успехов. Надеюсь, мы встретимся еще раз, и я возьму реванш. Обладая потрясающими борцовскими качествами, Хамзат Далгиев, тем не менее, любит радовать зрителей и своей очень хорошей ударной техникой. И для того, чтобы подойти к очередному турниру полностью готовым к любым неожиданностям, необходимо каждый день усиленно тренироваться. Изначально была такая идея, чтобы именно самые лучшие наши бойцы в республике именно собирались у нас, занимались. И с таким акцентом создавался данный зал, чтобы было максимально комфортно им заниматься, чтобы у них все было под рукой. Сборы сборами, конечно, но боец проводит свои определенные там месяца дома. Ему надо хороший зал, ему нужен хороший зал, чтобы он мог как-то, не находясь на сборах и из формы не выходить. И вот с этим акцентом мы этот зал делали, и все приходят, все занимаются, все у нас, все собираются и проводим хорошие тренировки. Продолжая совершенствовать свои ударные навыки, Далгиев не забывает и о борцовской технике. Находясь в стойке, не всегда удается достичь желаемого результата, поэтому, если можно решить дело, переведя соперника в партер с последующим болевым или удушающим приемом, почему бы этим не воспользоваться?
Уже в апреле Хамзат Далгиев проведет свой очередной поединок в рамках одной из самых престижных лиг GFC. Соперник нашего бойца неизвестен, но несмотря на это, Далгиев решительно намерен устроить зрелище в рейдже и вновь порадовать своих многочисленных болельщиков. В нашем зале у нас готовится к своим боям достаточное количество известных бойцов, тот же Хамзат Аушев сейчас. Мы готовим его на 6 марта. Хамзат готовится на один из апрельских турниров организации GFC, кажется, да, такая организация, которая набирает обороты с каждым там, новым турниром, все масштабнее и масштабнее. Там география огромная, различные страны. Ну, я думаю, Хамзат выступит на одном из апрельских турниров. По крайней мере, переговоры ведутся. Руководитель федерации Шанхой Ваха ведет переговоры, обсуждает там, условия боя, условия контракта. Мало кто знает, но у Хамзата закончился контракт с организацией М1, которой он был чемпионом. Были предложения продлить контракт, но Хамзат сам не захотел, он захотел двигаться уже в другом направлении, в других лигах себя попробовать. Да. Ну, цель одна, это лучшая лига у нас, лучшая лига в мире. Я думаю, иншаллах, мы своей цели добьемся. Конечно, есть некоторые недочеты, некоторые там моменты, которые и от нас зависят, которые и мы где-то не дорабатываем. Но смотря на то, как Хамзат тренируется, как он отдается делу, как он любит это направление, мы способствуем его желанию, мы помогаем ему залом, поддержкой. Хотелось бы чуть-чуть, чтобы еще люди подтягивались, помогали именно в финансовом плане. Но, алхамдулиллах, все будет нормально, зал есть, желание есть. Немаловажное значение для бойца имеет и поддержка родных и близких. В каждом поединке Хамзат Далгиев выкладывается на 100%, так же, как и во время тренировок. Этот парень настоящий пахарь. Именно такими словами характеризуют Хамзата его друзья и одноклубники. С Хамзатом мы давно как знакомы. Хамзат у нас тренировался изначально. Хамзат профессиональный боец, как известно, экс-чемпион М1. Хамзат, главное, вовремя приходит в зал. Утром и вечером не пропускает тренировки. Я думаю, он сейчас в отличной форме. Стоит только назначить дату боя, и все. Хамзата я его знаю очень давно. Мы с ним, так можно сказать, уже только вдвоем сегодня начинали. Клуб РЗИ. Уже порядка общаемся там с малых лет. Именно в этом спорте, в этом направлении работаем уже порядка 5-6 лет. Хамзат, как и я, стоял у истоков формирования клуба. Был первым бойцом клуба РЗИ и до сих пор не изменяет своему клубу, до сих пор идет по этой же дороге, до сих пор представляет наши цвета, наш герб, нашу республику. И представляет достойно, выигрывает для нас, для республики, для нашего клуба самые высокие награды, самые высокие места, был чемпионом. До следующего поединка еще 2 месяца. Остается лишь дождаться турнира, где Хамзат в очередной раз приложит все усилия, чтобы обрадовать всех любителей смешанных единоборств в нашей республике. Насчет поддержки, как сказать, без этого никак. Мы постоянно смотрим за комментарии, наблюдаем за болельщиком, переживаем, болеют ли они за нас, переживают ли они нас, так как это нас мотивирует постоянно. Надеюсь, что наши болельщики, сколько бы поражений терпели бы, будут нас поддерживать, болеть за нас.